Эйр комиссиямыз хөрмәтле коллегалар, Татарстанда Корбан гаетен уздыруга багышланган матбугат конференциясында сезне сәламләүгә бик шатбыз. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на пресс-конференции, посвященной теме обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия в период проведения празднования Курбан-байрама. Һәм бүгенге безнең спикерлар. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетінің ветеринария бойынша баш идарә җитәкчесе урынбасары Габделхак Усман улы Мотыйгуллин һәм шулай ук Татарстан Республикасы мөфтие урынбасары Казый Рауил хәзрәт Зөфәров. Габделхак әфәнде, иң беренче булып сүзне сезгә тапшырабыз. Менә Татарстан белән чиктәш булган регионнарда бик күп чирләр бар. Гомумән башка регионнардан Корбан гаетенә сарык башка хайваннар кайтартылу каралганмы һәм булса кайсы төбәкләрдән шулай ук махсус әзерләнгән площадкалар турында, аларның саны һәм нинди таләпләр куела, республика буенча ничә площадка булачак, Казанда ничә урында корбан чалу каралган, шулар хакында кыскача гына сөйләп узсагыз иде. Хайрлы кен, здравствуйте. 28 июня у нас важнейший мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом уже все знаем. Инициатором сегодняшней встречи являемся мы, Государственная ветеранная служба Республики Татарстан и Духовное управление мусульман. Мы с вами традиционно перед празднованием собираемся на этой площадке, но цель у нас одна – недопущение особо опасных заболеваний в республику. Мы ежегодно собираемся, есть результат, положительный, хороший результат. Ранее очень много завозили, проблем бывало очень много. Для примера, в том году овец в республику завезли только из Чувашской республики. Другого завоза не было. Я считаю, по регионам все эти заболевания я информирую. Вы эту информацию доносите до населения. Я думаю, это результат нашего труда. Но в других регионах, особенно где традиционно занимаются разведением овец, ситуация отмечается гиперсложной. Конкретно я остановлюсь. Вот первые заболевания, основные заболевания – это ящур, бруцеллез и оспа овец. Вот по ящуру 10 регионов, вы видите на слайде, эти регионы неблагополучные. Из этих регионов завозить овцепоголовье запрещается. Вот следующий слайд. Против ящура, где вакцинируют регионы. Вот 31 регион. Есть регионы, я чуть позже скажу, они благополучные, но вакцинируют. Где проводятся регионы, где проводится вакцинация, из этих регионов завоз в республику тоже запрещен. Следующее заболевание – это бруцеллез. По бруцеллезу в том году было неблагополучными 26 регионов, в этом году стало 36 регионов. Вот вы видите на слайде регионы, которые проводят вакцинацию. Их 16. Оспа овец неблагополучными является 10 регионов. И проводит вакцинацию 29 регионов. Вот слайды просмотрели. Не все еще понятно, я далее объясню. Наша республика, во-первых, по этим заболеваниям она благополучная. Раз республика благополучная, вакцинация против этих заболеваний у нас в республике не проводится. Но если регионы являются благополучными даже, но, как я уже сказал, если проводят вакцинацию, ввоз животных в республике из этих регионов тоже запрещен. Вот я для примера вам
Поясню, допустим, Республика Дагестан, по ящеру они благополучны, но проводят вакцинацию. Регион, у них статус вакцинации. Тоже поясню. Это документ, я каждый раз об этом говорю, но напоминаю, вся Российская Федерация работает по 635 приказу Минсельхоза Российской Федерации. Приказ называется о регионализации. Все статусы регионов в этом приказе, в приложении как раз они, приложения имеются. Тот же Дагестан, допустим, по бруцеллезу, Республика Дагестан неблагополучной с вакцинацией. По оспе овец регион неблагополучный, но часть регионов региона неблагополучный, но полностью они проводят регион с вакцинацией. Но где традиционно, где разводят овец, давайте остановимся тоже вот Астраханский область. По ящеру они регион благополучный, но проводят против этого заболевания вакцинацию. По бруцеллезу часть Астраханской области неблагополучной без вакцинации. И по оспе овец регион с неопределенным статусом, это можно считать, оттуда завозить можно было бы, если они не проводили бы вакцинацию. Почему вакцинированных животных завозить в республику мы запрещаем, я поясню. Во время карантина у животных отбираются пробы исследуются в республиканской ветеринарной лаборатории. Если животные вакцинированы против этих заболеваний, вакцинный штамм лаборатория покажет как заболевание. Вот по этой причине из вакцинированных регионов животных тоже не завозим. Хочу отметить, по этим инфекционным заболеваниям болеют не только животные, они опасны и для человека. В 70-е годы ящер и бруцеллез у нас в республике был. В свое время наши коллеги, ветеринарные врачи, благополучно оздоровили. И нужно отметить, в те годы также заболели бруцеллезом многие ветеринарные врачи и животноводы. Бруцеллез практически неизлечимый, об этом надо помнить. В дни подготовки и празднования Курбан-Байрам мы должны обеспечить исключение заноса инфекции с мелким рогатым скотом. Но, как уже убедились, ситуация по инфекционным заболеваниям в Российской Федерации сложная, и мы предлагаем следующее. При поддержке Министерства сельского хозяйства последние годы в Республике овцепоголовье идет на увеличение. В республике имеется около 300 тысяч овец. Для внутренней потребности республики овец в достаточном количестве. И мы призываем овец приобретать в Татарстане. Таким образом, республику защитим от заноса инфекционных заболеваний. И это будет ощутимая поддержка своих жителей, которые занимаются разведением овец. По опыту прошлых лет можно сказать, что завезенные животные не лучше наших местных пород. По заболеваниям, по регионам, как я уже вначале сказал, в регионах, где более-менее развито овцепоголовье, везде имеются заболевания. Но регионы благополучные, допустим, наша, соседняя Чувашская республика, но нет, вы все прекрасно понимаете, нет необходимости завозить из Чувашской республики, когда у нас в республике в достаточном количестве своего овцепоголовья. Основные требования к ввозу скота. Как уже было сказано, регион, из которого осуществляется ввоз, должен быть благополучным по инфекционным болезням животных. Ввоз должен быть согласован с Главным управлением ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан, для чего заблаговременно направляется запрос о намерении ввести скот.
нами по необходимости дополнительно запрашивается благополучие и информация о проведенных вакцинациях того хозяйства, откуда планируется завоз. Это делается в том случае, когда, допустим, регион благополучный, часть региона, некоторые регионы я уже озвучил, чтобы узнать, откуда намеревается завоз, является ли благополучным, в том случае направляется запрос. Но если они проводят вакцинацию, то сразу будет запрет. Маршрут должен согласоваться с территориальным управлением Россельхознадзора. Это требование федерального закона. На каждую партию ввозимого скота должен быть оформлен ветеринарное свидетельство. Владельцу необходимо после ввоза животных известить ветеринарную службу района или города. Животные, ввезенные из других регионов, должны обязательно пройти карантинное мероприятие. Ежегодно у нас официально забиваются животные на площадках. Я вот по ним, какие требования наши, я их озвучу. Площадки для убоя должны быть с твердым покрытием, должны иметь устройство для подвешивания, должны обеспечиваться питьевой водой. Необходимо установить контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для органических отходов. Организаторы должны обеспечить соответствующую утилизацию отходов. Ну, по биологическим отходам у нас в республике это отработано. В Елабужском районе, вы знаете, имеется завод так называемый Сарии. Они безвозмездно контейнера устанавливают, где имеются официальные площадки. К убою должны допускаться только здоровые животные. Места убоя по окончании необходимо дезинфицировать. Эту работу будут выполнять ветеринарная служба. Для этого у нас все необходимые оборудования, дезинфектанты имеются. В эти дни в районах и городах ветеринарная служба проводит встречи с религиозными деятелями, с лицами, осуществляющими реализацию жертвенных животных. Наши специалисты разъясняют порядок ввоза и требования к площадкам. Информацию до населения доводим через средства массовой информации, а также через различные системы. Вы знаете, у руководителей исполкомов, у глав сельских поселений, у них у всех имеются группы, и в наше время по распространению оперативной информации проблемы не возникают. Для убоя жертвенных животных в республике, как я уже сказал, имеются площадки, их, вот вчера только я уточнял, их 55, в том числе в Казани 17 площадок. Во всех площадках дни праздника будут работать наши сотрудники, ветеринарно-санитарные эксперты. Почему ветеринарно-санитарные эксперты? Потому что если имеются желающие сдать мясо социальным учреждениям, но такие обязательно, конечно, будут. Ветеринарные эксперты проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят ветеринарное свидетельство. Но данные учреждения без ветеринарных свидетельств мясо не принимают. Но есть определенные формальности. Эти формальности мы ежегодно выполняем. В дни празднования Курбан-Байрам в прошлом году в республике официально на площадках забито около 12 357 голов, в том числе в Казани 5856 голов. До этого было около 15 тысяч, в том году было меньше, но я думаю, это связано с коронавирусом, определенные были проблемы. Но я еще раз повторюсь, это забито в официальных площадках. Если по списку посмотреть, много районов есть площадки, официальные площадки вообще отсутствуют, но никто не запрещает, люди овец забивают у себя в подворье. Такую статистику никто не ведет. Если
До этого, если 15 тысяч голов забивали, значит, в том году, если не на официальных площадках, я ведь уже сказал, значит, где-то в частном подворье все это забивали. В Казани вывезено около 60 тонн биологических отходов. Но я уже сказал, завод Тария забирает, ветеринарная служба официально выписывает ветеринарные свидетельства на биологические отходы. Если вот вдуматься, 60 тонн – это целый вагон биологических отходов завод Сария забирал. До этого завода Сария не было. Все равно в дни праздника овец забивали. Да, поступали жалобы, что в городе, в Казани валяются биологические отходы, безнадзорные животные. Всего этого уже нет. Благодаря нашему президенту. Почему? Потому что завод Сария у нас находится в особой экономической зоне Алабуга. Они в других регионах захотели поработать, у них это не получилось, но в свое время их сюда запустили. Этот завод, ну, для информации, ежедневно около 700 тонн биологических отходов могут перерабатывать. Ну, раз они находятся у нас в республике, мы пользуемся их услугами, это здорово. Вот все эти биологические отходы они забирают. Ну, заканчиваю свое выступление. Всех участвующих в этом благородном деле, особенно тех лиц, которые реализуют жертвенных животных, хочу призывать соблюдать все озвученные правила и порядки. Цель у нас одна, как я уже сказал, это сохранение благополучия нашей республики по заразным заболеваниям. Но, пользуясь моментом, я бы хотел остановиться, хотя тема совсем другая. В виде объявления я хотел бы сказать, вот последние дни в Ульяновской области сильно распространяется африканская чума свиней. В начале официальное сообщение мы получили у индивидуальных предпринимателей около 200 голов свиней пало. Потом уже вирус попал в диким кабанам. Поэтому вот я завтра выезжаю в Дрожжановский, Буинский район, там проводим внеочередной КЧ по недопущению особо опасных заболеваний. Я к чему? Мы всегда, у нас, ну, к сожалению, угроза особо опасных заболеваний, но сегодняшняя наша тема это вот по Курбан-Байраму, по недопущению особо опасных заболеваний овец. Ну, сөйлеуім бойынша мен енді ойлаймын аңлағансыздар, қысқа ғана етіп кетем. Башқа регионларға құрбанға, сарығаларға деп еру керек ме? Бүтін регионларда да проблемалар бар. Бізде республикада сарықлар жетерлік. Біздің республикадан сарықларын алырға керек, суырға керек. Шол вақытта біз республиканы бұл егішлі жерлерден сақлап қаларбыз. Менің қысқаша темам, әгер сұрауларыңыз болса. Онара бирелер. Хәзрәт, сүз сезгә. Әйтегез әле гаять оздыру тәртипләре һәм быелгы нисап күләме бик күп кешене кызыксындыра. Ул хакта да сөйләп уссагыз иде, микрофонны кабызып. Рәхмәт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле булган алып баручыбыз Бәйсән ханым, Габдулгах әфәнде, хөрмәтле булган катнашучылар, динебезнең сәгадәт сәламе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Көннәребез хәерле булсын. Ошбу шатлык булган тормышыбызда инде бәйрәм рухы башланып киткән, мәбәрәк булган 28 июнь көнне Корбан гаетебезне көтәбез, хәзерлек бара. Аллаһ Раббыбыз шатлык илә, корбаннарыбызның кабуллыгы илә күркәм итеп үткәрергә насип кылса иде. Раббул Гизза китабы Куръани Кәримендә дә «Фасалли ли раббика ванхар» Раббың ризалыгы өчен намазыңны тыргыз, Раббың ризалыгы өчен корбаныңны чал дип әмер итте. Һәм корбанлыкларыбызга килгән вакытта да җәмәгатул муслимин ни өчен чалына дисәк, аның аңлатмасы мәгънәсе ни дисәк,
Illa faqat Rabbimiz Allahqa yaqin bulu. Чөнки Rabbimiz Allah әйтә, çalgan qurbanlarыгызның ите дә, каны да Rabbimiz Allahqa ирешми, әмма ләкин аңа ирешкәне нәрсә? Тәкъвалыгыз ди. Ягъни тәкъвалыгыбыз. Чын ихлас күңелдән, сәламәт ярак, күркәм уй фикерләребез белән бу гыйбадәтне башкарубыз, шуның сәбәпле Rabbimiz Allah рәхмәте белән кабуллардан кылса иде. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Татарстан мөфтиятының казыйлар утырышы, гөләмәләр шурасы утырышы булып узды. Һәм инде алар шул гает көннәрен, гает намазларының тәртипләрен билгеләп, раслап куйдылар. Инде бәйрәмебез башланып китә инде 27 июнь бу Гарәфә көн, Корбан гаете алдыннан килгән көн. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә бу көндә ураза тотсагыз, Раббыгыз Аллаһ bir yıl aldan, bir yıl arттан булган хата кимчелекләрегезне гафу кыла ярлык иде. Шуңа да бик зур булган мөмкинлек булып тора, кардәшләрем. Инде 28 июнь бу безнең 10 Зулхиджә. Корбан гаете инде бәйрәмнәребез, мәчетләрдәге җәмәгать намазларыбызның тәртибенә килсәк, һәрбер инде җумһуриятебездәге мәчетләргә тәкъдим ителә, кояш чыкканнан соң, ярты сәгатьтән соң Корбан гает намазларын үткәрү, укуны тәкъдим ителә җәмәгатул муслимин. Мәсәлән, мисал өчен 28 июнь көн кояш Казанда 3 сәгать 1 минутта инде калка. Шуңа инде ярты сәгать истәп укылса, мәсәлән, инде җумһуриятебезнең янә бер чите актанышта ул 2 сәгать 42 минутта чыга, ягъни шуңа ярты сәгатьне кушып, мәхәллә мәчетләребездә намаз уку тәкъдим ителә. Һәм инде башкала мәчетләренә килгән вакытта Корбан гаете түбәндәге тәртип белән үтәчәк. 2 сәгать 30 минутта Куръани Кәрим укыла башлаячак. Һәм инде ул ярты сәгатьләр дәвам итеп, сәгать 3тә гает вагазы башлана. Гает вагазы башланып, инде 3 сәгать 30 минутта гает намазлары укыла. 3 сәгать 40 минутта гарәп телендә хутбә, Коръан укып дуга кылу. Yani şul rəvişdə namaz tərtiblərimiz uzub kitəcək inşallah rəhmən. İndi qurbanlıqlarımızga kilgən vaqtda qazanımızda әйтеп тә үтелде, qazanımızda 17ләгән урында. Әгәр инде үзгәрешләр булса, аларны сайттан карап, хәбәрләрен алырга мөмкин. Шулай ук җумһуриятебез буйлап та урыннары билгеләнгән, багланган. Инде Корбан чала торган көннәребез бу 28-е, Корбан гаете укылганнан соң башланып китә. 29-ы һәм 30-ы кояш батканча кадәр бу дәвам итә. Мәсәлән, мисал өчен, Казаныбызда 30 июнь 20 сәгать 32 минутта кояш бата. Шуның белән инде Корбан чалу көннәре дә тәмам була. Инде Корбанның нисабына килсәк, нисаб дигәннән соң, шул нисабы булган кеше Корбан чалырга тиешле, аның өстендә ваҗиб булып тора. Ягъни Корбан гаете кергән мәлдә, аның әгәр дә кисәсендә ашаудан, ишүдән, бурычларын түләүдән, асыл хаҗәтләрен үтәүдән кала 36 мең акчасы бар икән, бу кешегә Корбан чалу ваҗиб. Ягъни бу кеше Корбанын чалырга тиешле. Әмма ләкин Аллаһка шөкер, халкыбыз нисапка да карамый, Раббыбыз Аллаһның ризалыгын өмет итеп, инде Корбанлыкларын хәзерләп куялар, менә шулай картинкада кебек мотор иттереп, асыл иттереп, ягъни ихтирам белән Корбаннарны чалу шулай истебезгә йөкләнгән. Аллаһ Раббыбыз кабуллардан әйләсен. Инде шулай ук онытмасак иде, Гарәфә көненең иртәнге намазын укыганнан соң тәшрик тәкбирләр әйтәбез. Ул инде 20 намазда әйтелә, дәвам итә. Инде 1 июль икенде намазы белән тәмамлана. Аллаһ Раббыбыз мәбәрәк, фазилатлы, хәерле кылсын, кабуллардан әйләсен. В Дом-РТ определили порядок проведения Курбан Байрама в Татарстане. Совет Казаев и Совет Улемов Дом-РТ утвердили порядок проведения Курбан Байрама и праздничного намаза в Татарстане в 2023 году. 27 июня определен днем Арафа. 28 июня Курбан Байрам. Он ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зульхиджа. В этот день во всех мечетях республики пройдут праздничные намазы по случаю Курбан Байрам. Гаит намаз во всех мечетях рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца. Например, 28 июня в Казани солнце восходит 3 часа 1 минут, в Актаныше 2 часа 42 минуты. И добавляем к этому полчаса.
30 минут. В Казани определен следующий порядок проведения мероприятий в честь праздника Курбан-Байрам. 2 часа 30 минут рецитация священного Корана, 3 часа праздничный вагаз, 3 часа 30 минут аид намаз, 3 часа 40 минут проповедь на арабском языке, чтение Корана и дуа. После совершения праздничного намаза в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. В Казани указано в 17 местах. Если будут изменения, надо наблюдать в сайте Дома РТ. Курбан Байрам будет продолжаться 3 дня, 28, 29, 30 до захода солнца. Аллах Раббуль Гизза пускай примет наши деяния, наши жертвоприношения. Раббуль Гизза ни в чем не нуждается, ни в наших деяниях, ни в наших жертвоприношениях. Польза только для нас. Польза от этого для неумеющих, для малоумеющих, для нуждающихся. Поэтому фонд «Закят», благотворительный фонд «Закят» Дома РТ начал прием заявок на заклание жертвенных животных в Курбан-Байрам для нуждающихся. Мясо курбана фонд доставит в адрес малоимущих, многодетных семей, инвалидов, одиноких пожилых людей, сирот, одиноких матерей. При этом каждый заявитель сможет оставить себе 1/3 часть заколотого животного. Все организованные заботы по забою животных в соответствии с канонами ислама, рубки и раздачи нуждающимся возьмут на себя специалисты фонда. Кроме того, для удобства мусульман заявки можно отправлять по мессенджеру WhatsApp. В сообщении необходимо указать имя заказчика, кто должен получать мясо, чек об оплате жертвенного приношения. Это очень удобно, очень удобная вещь. Пользуемся этим, потому что это все поадресно идет нуждающимся. В Закаде фонде есть список, кто нуждается, такие семьи, малоимущие. В этом году фонд предлагает 3 вида курбан на выбор. Стоимость барана 13 тысяч рублей. Вес мяса в выходе около 20 килограмм. Второй стоимость барана 13 500 рублей. Вес мяса на выходе около 25 килограммов. Также третья стоимость 7 части коровы 14 500 рублей. От 1 до 7 человек, участников заклания. Вес мяса на выходе около 35 килограмм на каждого человека. Вот такие услуги. Альхамдулилля, что помощь шла напрямую нуждающимся. И Аллах Субханаху ва Тааля пусть примет наши все благие деяния. И пускай у нас будет намерение прекрасные, чтобы за это мы получали вознаграждение. Альхамдулилля, все вместе. Бітініміз бірге, көркем еттіріп, матур еттіріп, шул бәйрәмні қаршы алырбыз, көркемлік иле шатланып, сейініп, көркем рәвіште өткеріп жібәрібіз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат сізге, Хазрет. Хурматлы коллеги, уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, то вы сейчас можете их задать спикерам. Да, пожалуйста. Марсель Бигбаев, телеканал «Эфир». Габдулхак Гусманович, в прошлый раз мы говорили про птичьи, понимаю, сейчас не совсем, может быть, гибель чаек, что-нибудь стало известно? В Москве изучают, пока конкретного ответа нет, ждем. Но информация у нас на сайте будет, как только мы получим. Потому что, да, вопрос очень актуальный, и многие задают этот вопрос. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, если есть еще вопросы, вы можете их задать. У нас еще буквально немного времени есть. Рейх, этот вопрос. Вот размер несаба определили, он стал больше по сравнению с прошлым годом, вот если сравнивать. И как вы считаете, благосостояние у нас людей растет, вот, подаяние становится больше? Бисмилляхи рахмани рахим. Откуда берется нисаб? Нисаб считается каждый год, она меняется. Это связано с ценой серебро. Сколько стоит в граммах, столько и прибавляется. Может и убавляться, может и прибавляться. В рублях это считается. Но благосостояние человека – это милость Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах в Коране говорит, кому даруем, даем больше, кому-то меньше. Но
это все равно милость Всевышнего Аллаха. Аллах Субханаху Ва Тааля дарующий, знающий. Поэтому желаем, спрашиваем вот эти жертвоприношения, вот эти, альхамдулилля, молитвы. Для чего? Чтобы милость Всевышнего Аллаха охватила нас. Чтобы приняты были наши деяния, чтобы Аллах Субханаху Ва Тааля простил наши грехи. Еще такой вопрос. Вот сказали, что по республике есть 55 всего площадок, в Казани их 17. А журналистам раздали площадки по городу Казани, естественно. С их списком можно ознакомиться, как я понимаю, на сайте Духовного управления мусульман. И предполагается ли, что их, чисто гипотетически станет больше? То есть мы же понимаем, что мечети намного больше, и вот, допустим, расширение, увеличение количества площадок предусмотрено или нет? Расширение булырга мөмкин. Без елда бит ул площадкаларны менә духовное управление мусульман кешеләре белән карап тикшереп чыгабыз. Әкрен генә инде теге тикшерү сүзе инде ул ямсыз сүз. Карап чыгабыз дип әйтергә кирәк инде. Таләпләргә алар туры киләләрме, килмиләрме? Аларның елда алар таләпкә туры киләләр. Аның менә бу 17 площадка шул таләпләргә туры килә торганнары бит инде. Әгәр анда кемдер андай площадка ясаган булса, үзгәрергә мөмкин список. Аны инде шул монда әйтелде бит инде. Нидә сайтта ул булачак. Аннан соң истәп әйтәсем килә. Безнең менә бу шундый күркәм, шундый матур, шундый изге бәйрәмне әйтеп киттем бит инде. Республикада 300 меңнән артык сарык бар дип. Аллаһ Тәгаләнең көннәре бу 3 көн ул узада китә. Безгә кабатлап әйтәм инде үзебезнең республикага менә бу егышлы җирләрне кертмәү, республикада булган теге овцы поголовьены дип әйтәбез инде, саклап калу бик мөһим. Рәхмәт үзегезгә. Рахмет сезге. Как я понимаю, вопросов больше нет. Сұраулар бар. Шахри Қазан. Сұрауым рөл, хезретке. Хуҗалыкта корбанлык чалган очракта менә сарыкның тиресен, сөякләрен күмеп куярга кирәк дип әйтәләр. Сез ничек киңәш итәсез? Мәҗбүриме? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлбәттә, корбаннарыбызны чалабыз икән. Ана хөрмәтле Абдулках әфәнде дә әйтеп узды. Аннан калган инде тиресе булсын, сөякләре булсын, нишләргә тиешлебез дип. Без инде аны бер ничектә чыгарып ташларга тиеш түгелбез. Чөнки кайвакыт күрәбез, чүплек савытлары янында булсын, хәтта аның савытына да атмыйлар, ул гына түгел. Кайвакыт кызганыч елгаларга, хәтта күлләргә дә итеп ату очракларын күрәбез, ишетәбез. Бу һич тә ярамый торган нәрсә. Әгәр дә инде кулланасың икән ул тирене, аны тызлап, эшкәртеп, аны истигъмал кыла аласың. Инде аны киләчәктә садака итеп бирә аласың. Әгәр дә инде кулланмыйсың икән, бер ничек тә юк икән, чыгарып атарга бер ничек тә хакың юк. Сез әйткәнчә матур иттереп, күмеп куйсаң, каплап куйсаң туфрак белән, туфрактан килгән туфракка китә, иншалла зыяны да юк. Менә шундый рат тәртибе. Бу мәсьәләгә мен истәп әйтер идем инде. Шәһәрләрдә әйткәнемчә, ул бит инде ул завод Сария, анда югары температурада ул теге алдыкларны эшкәртә. Тиреләр буенча мин әйтергә янтып җибәргәнмен. Елда тиреләрне җыючы бар. Ул инде безнең теге оештырылган рәвештә эшләнә. Тиреләр бер куада атылмый. Авылларда инде хәзрәт әйтеп китте, легелектән аны күмеп куялар. Монда этләр, мәчеләр таратмый, ул теге религиозный требованиялар буенча да шулай бит инде. Соңгы елларда мин әйтәм, управлениегә андай шикаятлар, андай жалобалар килгәне юк. Элек була иде. Менә бу бит инде мин иң баштан әйтеп киттем. Менә сезнең ярдәмегез белән безнең духовное управление мусульман белән оешкан рәвештә эшләгәнгә күрә, бу менә бу шуңа күрә дә сезнең сорауларыгыз бүген бигәс. Элек була торган проблемаларны аларның бөтенесен дә хәл итеп бетердек. Быел да, Алла теләсә,
шундый матур, оешкан рәвештә үткәреп җибәребез дип ышанып калам. Рәхмәт үзегезгә. Амин шулай булсын дигән теләктә калабыз. Алайса без бүгенге матбугат очрашуын шуның белән төгәллибез. Рәхмәт сезгә. Хәерле, имин, уңышлы көннәр булсын. Бик зур рәхмәт.